Какой прям, знаете, соперники у Аббас Гаджи. Настоящие камни, физически сильные такие. Что Белол, что Тумур Очер-Тулга. Перенаполнены. Смотри, как центр ковра занимает. Надо подстроиться Аббасу. Он понимал, что физически будет очень сильный, неуступчивый соперник. Здесь надо своим высоким классом брать. Может быть, при таком давлении удастся аббасовский перевод здесь сделать. Сейчас надо пристроиться. Каким бы сильным ни был у нас спортсмен из Кыргызстана, Аббас Гаджи работает первым номером. Пока преследует Белола. Да, первое такое мини-замечание получает у нас Белол Шарипулу. Ищет. Еще от встречи нет. Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсты кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. 1,5 минуты пролетело. Под себя, смотрите, физически пытается продавить Аббас Гаджи Магомедова. Аббас Гаджи зарабатывает пассив. 30 секунд и поведет с минимальным счетом. Нет, конечно, здесь в любом случае. Аббас первый отрезок первого периода точно по более активным, да, действиям забрал. Преследовал первым номером, работал. И вот activity time дают. Посмотрим, Белол отдаст ли балл или будет пытаться сорвать activity time. Он как продергивает мощно. Даже вот такая мельница, ну, чувствуется прям, знаете, с такой инерцией, с такой силой у Белола. Нет, Аббас видит. Очень тяжело Аббасу тоже ноги пройти. Хорошую защиту демонстрирует. Продолжается борьба. С минимальным счетом Аббас Гаджи повел 1-0. 30 секунд до конца первого периода. Конечно, хотелось бы сказать, что Аббас все контролирует, но здесь свисток. А Белол влетел, так влетел в пятку прям самую. Так, продергивает. Начинает под конец Аббас тоже. Так, попытка перевода. Начинает проверять своего соперника. И свисток. Уходит на перерыв. Татрас Арчегов здесь будет секундировать. Непривычно, что нету здесь дагестанского тренерского состава, но рядом Алибек Комушка, Татрас Арчегов, тренерский штаб с очень высоким, большим опытом. Поэтому со стороны, я думаю, тоже что-то подсказали однозначно. Продолжается второй период. Здесь какой сразу проход с первых секунд делает Белол Шариф. Защищается Аббас. Хорошо, сам забирает ногу. Разворачивается. Пытается довести до конца.
В завязке в равной. Есть забегание. Есть, забирает 2 балла. Выходит победителем с такой обоюдной позиции. Вроде атаковал у нас Белол, но здесь вышел победитель. Хорошо на коронной забирает. Судья сразу дает стойку. Не дал особо поработать, развернуть борьбу. В абасовском стиле не дал доработать. Не дал, прям уже ногу заправил. Хорошо повел. Так, Белол идет в атаку. Опять проход в одну ногу. Пытается поднять, защищается, держит пятку, не отпускает. Аббас до конца терпит. И здесь заваливается сам. Как заставляет на своих же действиях ошибаться Аббас Гаджи. Вроде бы уже за спину зашел, не дает Аббас. Попытка бросить. Ой, в какой завязке. Но тут только 1 балл. Белол с такого положения забирает. Так, что-то... Что-то с коленом у Аббаса. Так, ну свистеть не надо. У Аббаса, во-первых, травма была. Это раз. Во-вторых, видно было то, что завязка была такая, и большое давление на колено было. Аббас — это, ну, на самом деле, тот человек, который функционально работает все 6 минут. Он не из тех, кто там будет выжидать, высиживать какие-то технические паузы. Тем более бороться еще вагон и маленькую тележку 2 минуты. Поэтому желаем здоровья борцу однозначно, что Белол Шарип — это на самом деле это и функциональная машина, и физически очень развит, очень сильно. Не по весу одаренный своими физическими талантами. Поэтому, конечно, он оказал очень серьезное давление. Такие завязки с ногами были у края ковра. В стойку встали. Конечно, давление на колено. Хороший проход. Зацепил. Доработать. 2 балла. 1-5. Так, Аббас закрепляет за собой отрыв. Но Белол сейчас будет включаться. Он будет рисковать. Он будет включать всего себя. Но он понимает, что на него смотрит его народ. Местная трибуна. Еще проваливает, ищет. Но уже здесь технически, я смотрю, Аббас понимает, что будет делать Белол Шарип. И 44 секунды. Так, Белол ищет все те же атаки. Аббас понимает, что хорошо работает с ногами, поэтому отбрасывает здесь забегание со стороны Белола. Только не это, он хорошо катит. Заправляет с рукой, будет катить и проходит 5-5. Последние 7 секунд. Надо рисковать. И здесь на последних секундах Белол Шарип Улу вырывает победу. Я, друзья, говорил, он очень сильно катит. И посмотри, какая концовка, какая концовка.